Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Уже с двумя моими товарищами, моими знакомыми вот такая вот история случилась. И, наверное, если вот даже два человека из моего окружения попали в такую нехорошую ситуацию, наверное, в нее попадали еще большое количество людей. И, наверное, тогда будет правильно рассказать об этом для того, чтобы предупредить честных людей, для того, чтобы они не попадались на такие уловки аферистов. А предупрежден, как говорится, вооружен. Итак, один мой хороший друг находит по интернету, он хотел купить машину, он находит по интернету очень интересный автомобиль. Очень красивый, хороший, там доработанный, со всеми, как говорится, наворотами. И самое интересное, продается срочно, и цена относительно ниже гораздо, чем предлагается за другие машины того же года, того же состояния. Мой товарищ, соответственно, связался с этим человеком по телефону, целый день с ним переговаривался, там как, что, к чему, там все обсудили, сделали. И он говорит: я завтра утром, говорит, еду в Новороссийск. Я говорю: зачем? Он говорит: за машиной. А он давно хотел купить такую машину, накопил деньги и ждал. Говорит: хочу поехать в Новороссийск за машиной. Я говорю: а ты уверен, что там все чисто? Он говорит: да, уверен. Я говорю: у нас в Новороссийске наверняка есть хорошие товарищи, давай я попрошу проверить эту машину, давай кого-нибудь попросим поехать посмотреть эту машину на месте. Он говорит: да не, говорит, ничего, нормально. Он вчера вообще хотел продать ее, там покупатель нашелся. Я его долго уговаривал не продавать, сказал, что я точно там покупаю, даже сверху ему там немного заплачу за ожидание. Но он мне тогда сказал: ну давай тогда на счет хотя бы 5 тысяч кинь, чтобы я был наверняка уверен, что ты приедешь. Так что я ему, считай, там 5 тысяч переслал, на счет его телефона, уже там, считай, предоплату ему сделал даже. Я на него так посмотрел, делать нечего, он оплатил. Я говорю: еще раз, давай я проверю эту машину. Он говорит: не надо, все нормально, я уже там 10 раз с ним говорил, мы там все технические детали обсудили. Да, хорошо, смотри сам. На следующее утро, рано утром, вместе со своим товарищем на автомобиле он выезжает туда, из Грозного в Новороссийск, и через день приезжает обратно. Приходит ко мне в худшем расположении духа, абсолютно без настроения. Я говорю: где машина? Покажи. Он говорит: нету машины. Как нету? Он говорит: аферист оказался. Я говорю: как аферист? Ты же с ним столько разговаривал, ты же ехал туда. Он говорит: представляешь, обсуждал, все, сделал вид, что хочет ее продать, что нашелся клиент. Я его долго уговаривал, согласился ему там чуть-чуть цену накинуть. Он у меня вытянул вот эти 5 тысяч на карту, говорит. И самое интересное, пока я не доехал до Новороссийска, он все время был на связи, говорит. Как только я доехал до Новороссийска, по указанному адресу, говорит, даже дома не существовало. И номер уже был полностью заблокирован, не было этого номера. Вот такая вот ситуация. Один мой товарищ попался так. Другой знакомый попался точно так же, на ту же самую схему, но уже в Сочи. По крайней мере, этот человек говорил, что он в Сочи. Хотя люди могли быть не в Новороссийске, а в совершенно разных городах, поэтому то, что я называю эти города, не в укор, что Новороссийску, что в Сочи, наверное, я так думаю, люди эти наверняка сидели совсем в других городах, где угодно. Просто выставляли на сайты фотографии автомобилей. И в данном случае получилось так, что другому человеку сказали, что машина находится в Сочи. И точно так же
типа как ее нашли клиента, точно так же он один в один, то же самое, он ради того, чтобы они подождали до следующего дня, переслал им 5000 на счет. И когда он на следующий день уже выехал, там какой-то немножко, порядочный аферист, будет сказано неправильно, но оказался, может быть, не такой отмороженный. Когда человек уже выехал и позвонил, он сказал: еду. Тот говорит: ты правда едешь? Он говорит: да. Едешь в Сочи? Да. Слушай, говорит, мне уже неудобно даже перед тобой. Ты такой наивный, говорит. В общем, понимаешь, это такая афера, говорит. Я тебя кинул на эти 5000. Ты 5000 уже потерял. Хотя бы, говорит, не езжай в Сочи. Просто оставь и все, говорит. Номер я выбрасываю, блокирую. В общем, ты меня не найдешь. Считай, что ты их мне подарил. Вот такая вот очень простая история. Скажу, что после этого очень много моих товарищей, знакомых ко мне обращались и тоже просили проверить автомобили. И когда получалось так, что я сразу спрашивал, цена ниже, чем у других, там какие-то моменты, и когда вот эти некоторые моменты совпадали, я говорил, что скорее всего это афера. И когда мы начинали проверять машины, которые являлись подозрительными, я скажу, что 60-70% вот таких вот машин, которые были указаны, они, как правило, оказывались ложными, оказывались аферами. То есть, если вы покупаете что-то по интернету, если вам предлагают там по заниженной цене, там что-то очень срочно продающееся, там другое, третье, пятое, знаете, что очень велика вероятность того, что это аферисты, и того, что вас просто-напросто разводят на деньги. Когда человек сам честный, глубоко порядочный, то от других людей, от окружающих, от тех людей, с кем он имеет дело, он ожидает таких же отношений, такого же отношения к самому себе. Честный человек, как правило, не ожидает подвоха, не ожидает аферы, не ожидает лжи в свой адрес. Точно так же, как аферист и вор и обманщик не ожидает в свой адрес каких-то честных дел, он постоянно всех и вся подозревает и постоянно ожидает подвоха, потому что он сам такой. Итак, дорогие друзья, простая история об аферистах. Будьте бдительнее, не давайте себя обманывать. Ассаламу алейкум.